Как уже сказали, меня зовут Екатерина, я в профессии журналист 2006 года, имею высшее образование, специалитет, магистратуру, закончила по журналистике. И хочу подчеркнуть, что я училась именно в Якутии, что мне позволило проходить огромную практику, именно находясь в одном регионе. Ну и помимо всего, сейчас я работаю в журнале «Юность Север», очень популярно занимаюсь его продвижением и выходом в свет. Ну и помимо всего, у меня есть контракты с телеканалом РЕН-ТВ и с Андреем Малаховым в прямой эфир, я горжусь очень сильно. Вот, и что дальше? Это Катя, версия 1996 год, мне 6 лет. Не смотрите на мою улыбку, но я очень стеснительная, скромная и молчаливая. Я не хожу в детский сад, потому что у нас нет соответствующих финансов и нет места в детском саду. Я не хожу в детские кружки какие-то, я не читаю, я мало общаюсь с людьми и, соответственно, вырастаю таким скромным ребенком Молчуновым. Но через 10 лет в мою жизнь врывается передача «Тинейджер», которая начинает выходить на местном телеканале ТНТ Якутск. Я прохожу успешно кастинг, прохожу небольшое обучение, получается так, что я попадаю в телевизор. Тогда попасть в телек это стоило больших денег, то есть ты просто так ничего не мог сделать, чтобы туда прийти, если не был на больших мероприятиях. Это не первая передача детская, подростковая, которая выходила в Якутии. До нас был бетонщик, после нас был пропеллер. Вот, и поэтому мы были где-то в середине, мы были все равно очень классные, к нам стремились, к нам хотели тоже с нами быть наравне. И там получилось так, что произошел такой перелом моей личности, где я поняла, кем я хочу стать. И все, что было до этого, у меня исчезло. Кстати, хотела сказать, тут, получается, стоят мои коллеги тогда еще, да, юные, и как раз таки девушка в красной кофте. Наверное, когда вы ездите в автобусах и слышите, когда объявляет следующая остановка 203 микрорайон, это как раз таки ее голос Ольга Хохлачева, голос Якутии, голос автобусов, голос радио СТВ. Она нас учила и как раз таки давала все азы по журналистике. И что какие суперсилы я приобрела, находясь в этой передаче «Тинейджер», в этой студии. Видеть главное, то есть фильтровать информацию, вылавливать правильную информацию. То есть это основной такой сегмент журналиста. Я стала сыщиком, то есть каждый журналист является сыщиком. Я умею искать уникальную информацию и правильную информацию. Логика, это прям вообще без логики мы не можем жить. Аргументацию, доказывает свою точку зрения, внимание к мелочам, то есть видеть и боковым зрением, и глазами на спине, и на затылке, слышать и слушать все и вся. И еще один очень важный пункт, то, что меня преломил, это избавление от страхов следующих, то есть проявлять себя, показывать себя, рассказывать о своих интересах, быть в команде. Журналистика – это и блогерство, уникальный момент, профессия в профессии. То есть ты сегодня можешь рассказывать про медицину, завтра можешь рассказывать про строительство, потом про юриспруденцию, а почему бы про IT не рассказать, сюжет подготовить. То есть это тоже как раз таки фактор, помогающий развивать себя и пробовать в разных местах. То есть у нас, допустим, были ребята, которые вместе со мной занимались в «Тинейджере». Они не стали журналистами, но они стали продюсерами, они стали сценаристами, они ушли учителями русского языка, но все равно в будущем вернулись в журналистику, но все равно как раз «Тинейджер» им помог самоопределиться. И далее я поступила уже в университет, отучилась, работала в различных телестудиях, и мы с моим другом из «Тинейджера» решили, а почему бы нам не передать свой опыт другим детям, вырастить таких же специалистов крутых, как и мы. И мы с ним открыли в 2015 году студию детского телевидения «Мост Медиа», где мы занимались тем, что также обучали детей, как нас обучали когда-то в детстве, передавали им свой опыт, еще плюс наработанный опыт, который у нас имелся. Но мы не ограничивались и делали сразу несколько продуктов. У нас дети занимались от 4 лет до 18 лет. Ну, конечно, основная часть это была направлена на профориентацию, а другая часть была на раскрытие как раз таки личности. Что у нас получилось? У нас выходила телепередача «Мост», она выходила на телеканалах ТНТ, также и «Новый день» НВК СХ брали наши сюжеты в эфир. У нас выходил проект «Медиатека». Он, кстати, до сих пор есть на YouTube, вы можете его найти. Там есть
определенная часть нашего методического материала, который мы использовали во время обучения. Например, там есть очень классные истории, как общаться с людьми, как правильно задавать вопросы. Если, допустим, у вас есть какие-то такие нюансы, вы можете посмотреть. Наши малыши буквально за 3 минуты вам расскажут, как можно побороть страх той же камеры. Также у нас выходил проект «Я волонтер», как раз таки был запущен в год добровольцев в городе Якутске и России далее. Ну и вот так проходили у нас занятия, у нас была небольшая аудитория в центре города, к нам приходили малыши, взрослые ребята, они учились и журналистике, и монтажу, и видеооператорству. Вот, и так у нас работа шла до 2020 года, до наступления пандемии. После пандемии уже пришло онлайн-образование и прочее. Мы немножко прекратили свою деятельность, но не перестали общаться с теми же ребятами. Те ребята, которые были подростками, стали уже студентами, и мы до сих пор держим с ними связь, мы всегда с ними взаимодействуем. Они, конечно, не все стали журналистами, но они с помощью нашей студии смогли профориентироваться. Конечно, большая часть пошли учиться на операторов, на сценаристов, на режиссеров в Питере, в Москве, но также часть ребят осталась и в городе Якутске. И вплоть до того, сейчас покажу видео, ребятки у нас прислали. Вот наши достижения очень классные. У нас девочка стала, Настя Булатова, лучшим детским журналистом в Республике Саха-Якутия в 2016 году. Мы получали очень много различных наград, в том числе и на российском уровне. Ну и плюс дети у нас имели возможность, благодаря издательству «Бискил», мы уже когда работали с ними, выезжать на крупные мероприятия, то есть быть частью международных интеллектуальных игр «Дети Азии», которые проходили во Владивостоке. Все дети у нас работали всегда в детских медиацентрах, и плюс еще зима начинается в Якутии в том числе. Вот, и тут давайте посмотрим наших деток, которые прислали обратную связь и рассказали про себя. Когда мне было 14 лет. Студия дала мне не только основные знания и навыки в сфере телевизионной журналистики, но и дала возможность принять участие в освещении международных и российских мероприятий, таких как «Зима начинается с Якутии», международные интеллектуальные игры и детские спортивные игры «Дети Азии» в городе Сахалин. Ну и самое главное, как я считаю, студия мне помогла с выбором моей будущей профессии. Когда закончила школу, я поступила в отделение журналистики, закончила с красным дипломом, и с первого курса я работала в различных редакциях и пресс-службах. Сейчас я работаю журналистом в пресс-службе больницы и до сих пор использую навыки, приобретенные в телевизионной студии масс-медиа. Так что большое спасибо. Всем пока. Меня зовут Лада, мне 21 год, и когда мне было 13-15 лет, я была частью коллектива Мост-Медиа. Тогда эта деятельность воспринималась как возможность для развития креативного подхода вообще в целом к деятельному аспекту жизни. И позже выяснилось, что Мост-Медиа в том числе повлияло на мою профессиональную деятельность. Сейчас я являюсь студенткой последнего курса МГУ по специальности лингвистика и межкультурная коммуникация. И если на первый взгляд кажется, что никакой взаимосвязи с журналистикой здесь нет, это не так. Для своего заключительного исследования, для своей дипломной работы, я выбрала материалы СМИ для рассмотрения. И, как мне кажется, это потому, что тот практический опыт, который я получила от участия в телевизионной программе, позволил мне с большим вниманием подойти к теоретическому материалу, который мне необходим, и таким образом выразить себя как специалиста. Именно за это я очень благодарна Мост-Медиа и надеюсь, что уже за стенами университета я найду пространство и поле для реализации тех знаний и навыков, которые были мне даны. Меня зовут Лара. Здравствуйте, меня зовут Либа Лейла, и в Мост-Медиа я занималась 16 лет. Все время обучения я стала более открытой, перестала стесняться камеры и научилась с ней работать. И здесь также важно отметить коммуникативные навыки, которые я наработала благодаря проекту. Я поняла, как правильно общаться со спикерами, разговаривать с ними о съемке, и в целом научилась интервьюированию, а именно слушать и задавать вопросы. Это мне помогло при прохождении практики
практики в университете, так как я в основном корреспондентка. Именно в студии «Мост» я точно определилась со своей будущей профессией. В большей степени мне помогли как раз-таки работы, которые я делала в Мосмедиа. Сейчас я работаю редактором ленты новостей на сайте газеты «Вечерняя Москва». И могу с уверенностью сказать, что работа по профессии – это в большинстве своем залог того, что я училась в Мосмедиа. Спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, мне 22 года. В 14 лет я начала заниматься в детской телевизионной студии Мосмедиа и занималась там 4 года. За это время я многому научилась и получила большой опыт. Я научилась работать с информацией, оперативно искать факты и анализировать их. Я научилась грамотной устной и письменной речи, стала более общительной, коммуникабельной, научилась работать в команде. А благодаря успехам в тележурналистике я стала более уверенной в себе и своих силах. Именно благодаря занятиям в студии Мосмедиа я поняла, что обладаю гуманитарным складом ума и что мне нравится работать с текстом, писать тексты, редактировать их. По этой причине я получила юридическое образование и в настоящий момент работаю в Министерстве экономического развития Российской Федерации, где я также веду новостной портал отдела, в котором работаю. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что все полученные знания и навыки пригождаются мне по сей день. И, конечно, я счастлива, что такой опыт, как Мосмедиа, был в моей жизни. Вот, четверо детей, которые журналисты. То есть вы видите, да, даже девочка, которая получила юридическое образование, у нее все равно это проскакивает, что она может работать, взаимодействовать с журналистикой. И вот еще самое важное. Есть очень огромный стереотип, что блогером и журналистом, медийщиком может стать только красивый человек. Мы с моим другом Виталием Дьяконовым всегда говорим, медиабизнес – это бизнес не только красивых, но и умных людей. Если какая бы ни была красивая картинка в телевизоре, если в голове, то и в эфире будет то же самое. Так что, ребята, очень приятно познакомиться. Я Екатерина Винокурова, я помогу вам раскачаться в журналистике. Спасибо. Если какие-то вопросы, я могу ответить. Замечательное выступление и, конечно, вот сопровождение слайдовое вот впечатляет. И большое вам спасибо за то, что вы делали. Этот проект продолжается или он угас? Он у нас закончился, у нас финансирование было, у нас была поддержка вообще от Министерства молодежи и коммуникаций. Но к 2020 году пошло сокращение, и потом, когда гранты перенесли в один общий грант, мы там потерялись, и пандемия еще, в общем, у нас это все прекратилось, но образовательная часть у нас осталась. Мы с моим другом также продолжаем консультировать, обучать, допустим, сейчас с детским издательством KissSkill мы активно ведем работу по медиашколам, то есть у нас постоянно есть какие-то медиасмены в лагерях, то есть наши знания дополняются и раздаются. Еще когда я в университете училась, был такой стереотип, что преподаватель, журналист, который пришел преподавать, значит, он в практике не состоялся. У нас наоборот, мы и практически состоялись, и теоретически мы очень сильно подкреплены. И то, что у нас занятия строятся именно на практике и минимум теории, это прям очень шикарно идет всегда. Ну, я думаю, что мы должны поблагодарить Людмилу Николаевну, что вот такого прекрасного спикера, она мне говорила о вас, восхищалась вами, и это оказалось сущей правдой. Ребята, какие будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, представляйтесь и задавайте вопросы. Микрофон дайте кто-то. Здравствуйте, меня зовут Юней, я как раз являюсь выпускницей Мосмедиа. Я пошла в Мосмедиа в 8 классе, и это очень сильно помогло мне освоиться, узнать, что такое профессия журналистики. И в итоге в 9 классе я уже была готова к тому, что буду сдавать определенные предметы и поступать на журналистику. Я поступила в Северо-Восточный федеральный университет, закончила отделение журналистики.
журналистики. Сейчас я работаю в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета и являюсь журналистом. Получается, обучаясь в Мосмедиа, я не только получила навыки, профессиональные навыки, но также получила коммуникационные навыки. Это очень сильно помогло мне как-то избавиться от жадности во время общения с другими людьми. И также именно обучение в Мосмедиа помогло мне при написании курсовой работы, итоговой курсовой работы. Мы ее буквально писали вместе с Екатериной Якубовной, я очень благодарна ей. Вот. Спасибо. Да, это замечательное подтверждение. Спасибо вам большое, пришли, поддержали. Так, ребята, есть вопросы? Можно, пожалуйста, я тоже присоединюсь к ней. Меня зовут Алина, я тоже выпускница Мосмедиа. Мы тоже начинали заниматься вместе в 8 классе. И хочется сказать, что сейчас многие спикеры эту тему затронули, что сфера медиа, журналистики и блогинга, да, она развивает именно soft skills, то есть ваши коммуникативные навыки, навыки социализации. И сейчас вы получаете hard skills, ваши профессиональные компетенции, и вот сфера медиа может стать хорошим таким фундаментом для развития ваших мягких навыков. Вот. Хочется сказать, что Мосмедиа, да, хоть я и вообще по образованию я филолог японского языка, и никогда не думала, хоть я и занималась в этой студии, я не думала, что буду в дальнейшем заниматься журналистикой, но сейчас я работаю редактором, консультантом в детском издательстве «Кискиль», и те навыки, которые мы получили тогда, именно практические, да, они очень помогают мне сейчас в профессиональной деятельности. Поэтому хотелось бы призвать молодых ребят, особенно в вашем возрасте, развивать свои мягкие навыки и, возможно, да, тоже заняться в свободное время журналистикой, блогингом и так далее. Спасибо.